Всем привет, дорогие друзья! Надеюсь, меня видно, надеюсь, что меня слышно. Пишите, я сама себя пока что еще не вижу, но, видимо, скоро увижу. Да, замечательно. Сегодня я хочу поговорить с вами о так называемой новой армии, которая сегодня возрождается, зарождается и будет обеспечивать Беларусь свободой и независимостью. На территории Украины формируется своеобразное освободительное движение. Конечно же, это происходит под влиянием именно украинского понимания ситуации. И я хочу сегодня поговорить об этом влиянии и о том, почему возникло непонимание ни того, что сказал Зеленский, когда он сказал, что, в принципе, ему все равно, если Лукашенко хочет себя чувствовать, что он в доме хозяин, то это дело белорусского народа, и это как бы, ну, он не собирается в эту ситуацию пытаться влезть, ее как-то разрулить. И очень многие, да, привет, привет, очень многие СМИ, очень многие люди забеспокоились, обиделись, восприняли это как-то очень плохо. На Зеленского стали ругаться, критиковать. И одновременно с этим пошла критика или какая-то попытка понимания того формирования, которое сейчас называется батальоном Калиновского. У них потери, они приносили присягу недавно, они находятся в составе вооруженных сил Украины, но они почему-то представляют собой какую-то угрозу, потому что страна для жизни вдруг неожиданно для меня минут 10 разговаривала о том, почему вообще этот отряд, он достаточно опасный. И предлагается уже сейчас взамен этому отряду Костуся, Калиновского предлагается вот что-то другое. Вот батальон "Погоня" или там уже какой-то отряд "Погоня", то есть там есть какая-то уже пошла неразбериха в том, кому принадлежит какой отряд и какая у них повестка. То есть вот уже начали делить повестку наши вооруженные формирования, которые, в принципе, должны были бы работать на одну и ту же повестку. И тут возникает неразбериха: так какая же у нас повестка, и мы вообще за кого и за что, и что все это значит? Ну, во-первых, я сразу хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто воюет. Огромное спасибо всем волонтерам, которые в этом принимают участие. В данный момент абсолютно неважно, по какой мотивации кто поехал в Украину, почему. Это совершенно неважно, потому что важен сам факт нашего участия, нашего присутствия. Важно то, что мы поддерживаем Украину. Как мы это делаем, уже не так важно. Поэтому кто-то нравится Прокофьев, не нравится Прокофьев, это абсолютно не имеет уже никакого значения. Он собирает отряды, он что-то там делает, он пытается. Сегодня будет его эфир, я думаю, что будет интересно посмотреть, потому что желание у ребят воевать есть, они хотят поучаствовать в этом процессе. Они, может быть, еще не понимают, как потом они будут применять свои знания в реальной жизни, но желание воевать очень эмоционально, это такой зов крови, и они чувствуют эту необходимость, и нужно им не мешать, а очень и очень сильно помогать, как можно больше помогать. И я хочу сказать, что в этом плане в Украине мне очень нравится отношение местного населения вообще к происходящему. Я сейчас покажу коротенький отрывок именно волонтеров на войне. Волонтеры же бывают очень разные. Совершенно неважно, кем вы работаете. Вы мусор выносите, вы окопы роете, вы машину чистите, вы просто пишете об этом, вы на диване сидите, печатаете в Фейсбуке в защиту Украины, вы боретесь с родственниками, которые за Путина. Неважно, вы все равно на войне принимаете участие в войне. Вот замечательное совершенно видео о волонтерах. Без цих прекрасних жінок ми б були брудні, голодні, босі, сирі, і все б у нас було погано.
Наш колектив допомагає нашим бійцям. Ми готуємо дуже смачні страви. Я думаю, їм всім подобається. Перший, другий, третій компот, пиріжок. Можна помитися, можна поголитися. Ми перемо, прасуємо одяг, ми ремонтуємо цей одяг. Навіть не було такої думки їхати з місця, тому що це наше місто. Наша задача бути тут, в даний момент вже допомагати нашим бійцям. І всі разом йдемо до перемоги. Да, так что мы все разом идем и до перемоги, поэтому я бы сейчас не делила бы, не разделяла бы ни наши армии, ни наши усилия, ни тех людей, которые в этом принимают участие. Так, ребята, как звук? Щегельский, кстати, тоже поехал в Украину. Я думаю, что он тоже не смог устоять, я с ним давно не разговаривала, но Паша тоже в Украине сейчас. А звук нормальный? Надеюсь, что нормальный, да, спасибо. Смотрите, я думаю, что сейчас мы наблюдаем то, что люди не могут усидеть дома, не могут улежаться на печи, и все те, кому лет там 35, все те, кому, может быть, не сильно за 40, уже хотят что-то делать. И это очень здорово. Но о чем я хочу сегодня поговорить? Я сегодня хочу поговорить о том, что мне кажется не совсем понятным в нашем обществе. Я хочу поговорить, чем украинцы отличаются от белорусов. Я думаю, что у белорусов пока, судя по тому, что мне звонят родственники, мне звонят всякие друзья, они пока что еще не понимают, что происходит. Кто-то понимает, кто-то не понимает, кто-то говорит, ты предала свою страну, мы все должны быть за Путина, а ты предательница, ты у нас, значит, живешь там далеко за рубежом, ничего не понимаешь, а надо быть за Россию, а я говорю нет. И, в общем, короче говоря, получается такой очень интересный разговор. Кстати, надо отдать должное Валерии Цепкало, который вот вчера буквально был стрим вот с этими русскими сумасшедшими. По-другому я их не могу назвать. Был стрим с русскими сумасшедшими. Конечно же, мы им кажемся сумасшедшими, они нам кажутся сумасшедшими. Но разница колоссальная. Валерий Цепкало, который достаточно лояльно относился вообще к идее русского мира, и вы помните, как он высказывался на моих эфирах, он начинает как-то понимать, что что-то тут не то. И очень многие люди, которые были как-то за русский мир или лояльно относились к кому идее русского мира, вдруг начинают как-то вот что-то не то, какой-то диссонанс. Я попытаюсь сейчас разобраться в том, что это происходит, и надеюсь, вы мне в этом поможете. Значит, чем Беларусь отличается от Украины, да? Чем Беларусь отличается от России? Украина и Россия, Украина и Беларусь. Вот эти вот наши взаимоотношения. Я хочу сказать, что как только я поняла, что такое колония, я увидела очень интересную взаимосвязь между тем, что Украина уже начала свое антиколониальное движение от России. Всем хочу еще раз напомнить, кто на прошлом стриме не был, я там пыталась что-то объяснить, звук был не очень хороший, поэтому заранее прошу прощения. Вот такая у нас есть карта Российской империи. И если мы посмотрим на колониальные завоевания Англии, Франции, там еще какие-то колониальные завоевания, колониальные войны, то мы увидим, что обычно колониальная война и колониальная колонии, завоевания, они находились где-то за рубежом. То есть колония всегда это было где-то за 3 моря, нужно куда-то плыть, нужно что-то там еще делать, значит, надо там на кораблях, потом отвоевывать, потом как-то это все удерживать, потом возвращаться обратно и оставлять там свою колониальную администрацию. Но вот Российская империя, она колонии себе по-другому собрала. Это было просто продвижение, куда могу продвинуться. Не надо было ехать ни за моря, ни за океаны. Продвигалась просто вот расширением своим. И то, что сейчас Россия говорит, НАТО расширяется,
Россия просто переносит то, что делала сама Российская империя, расширялась и поглощала территории, находящиеся рядом с ней. И, как вы понимаете, далеко не все страны, которые тогда были в Российской империи, в ней остались. У нас есть независимые страны, в том числе и Украина, и Прибалтика, и остальные части независимы. Но Россия пытается забрать все это себе обратно. У кого удается отвоевать свои исконные земли, так это у китайцев, потому что китайцы просто туда как-то переселяются, заселяются, а поскольку Россия за газ эти земли как-то там, за что там как-то, не знаю, как расплата, а за что уже непонятно, отдает, они как-то, эти китайцы, эти земли как-то вот получают и как бы отвоевывают таким образом обратно. Не знаю, что получится у Японии, не знаю, что получится у Курил. Но продолжается, видите, вот Абхазия и Осетия пытаются забрать вот уже эти территории, уже эти территории. И если мы рассмотрим Россию в рамках исключительно колониального завоевателя, то нам становится понятен смысл этой войны с Украиной. Это война империи за свою колонию. Колония пытается отделиться, империя начинает с ней воевать. Я в прошлый раз об этом уже говорила, но я хочу сегодня немножечко раскрыть тему и сказать именно, чем вот украинцы отличаются от белорусов, да? Чем белорусы отличаются от украинцев, чем белорусы отличаются от русских, потому что нам придется на этот вопрос все равно так или иначе отвечать. Беларусь и Украина находятся примерно в одном и том же отношении, как бывшие колонии Российской империи. Но Украина начала свое движение из этой русской империи сразу, как только Советский Союз распался. Да, было это соглашение сначала, значит, там это Беловежское, как оно называлось, но Украина вышла оттуда тоже и начала свое движение за независимость. Народ Украины на референдуме проголосовал за отсоединение Украины, такое полное, окончательное и бесповоротное, и Украина всем своим составом оттуда отделилась в 91 году. Все, они решили, все, хватит, больше не надо, мы строим свое собственное государство. Им бы тогда вступить в НАТО, но они по причинам, по многим не смогли. Вера, не хочется помогать тем, кого продвигают люди, которые пытаются опорочить ребят так, из Калиновского, рассказывая, как они опасны. Ну, мы сейчас до этого дойдем, да, а они очень опасны. Я вам расскажу, чем они опасны. Они опасны для любой колониальной администрации. И мы сейчас к этому придем. Так вот, Украина отделяется, а Беларусь по причине самых разнообразных политических решений, шагов, непонимания, незнания. Мы сейчас можем вспоминать 90-е годы. Я помню, какой балдой была я в это время, как я вообще ничего не понимала. Как боролся Народный фронт за независимость, как мы на них смотрели, как на сумасшедших, как совершенно немногочисленной была команда людей, которые понимали, что треба мову возрождать, треба робить адраджэнне ўсей нацыі, треба уходить у Балто-Черноморский звёнзак. Там, ну, никто ничего не соображал. Тех, кто соображал, было мало. И почему-то белорусы решили, что им будет как-то лучше вот не в Европе, а как бы вот вместе с Россией, что они как-то вот будут, как-то вот, ну вот и как-то вот они вот как-то так, как бы ближе к Советскому Союзу. Почему-то решили тогда от Советского Союза не отделяться. И вот если Украина четко понимала, как она пойдет и куда и зачем, она понимала, может быть, она тогда не понимала, куда именно, но то, что они будут от Советского Союза уходить, то, что они будут создавать свою собственную страну, они знали точно. Белорусы не знали. И в какой-то степени белорусы и сейчас не знают, но у украинцев уже учатся. У нас уже есть такой опыт, когда уже нам приходится знать. Беларусь и Россия. То есть мы
сейчас закончу, наверное, мысль, чем мы отличаемся, белорусы, от украинцев. По сравнению с украинцами, белорусы тоже достаточно западные, достаточно приветливые, достаточно дружелюбные, но с меньшим чувством собственности, чем украинцы. У белорусов з собственністю как бы треба жыць як набяжыць, ай не знаю, ай можа будзе, можа не будзе, ай хай яго халера бярэ. А вот украинцы нет, они как-то свое, вот они они любят, чтобы свое хозяйство, они более такие, ну, в хорошем смысле слова куркулистые, знаете, вот белорусы тоже такие, а белорусы могут быть жадные, но такие не понимающие зачем. То есть у белорусов есть какая-то такая черта, что вот жизнь имеет смысл, как бы сама по себе. Белорусы немножечко буддисты, как это ни странно, немножко как-то так вот так философски там, ну, как бы какая бы власть ни была, а мы как бы в ней будем жить. То есть бороться будем, не будем, не знаем, ну, посмотрим. Ну, как-то вот они пока не определились, как гражданское общество. Белорусы сформировались только буквально в 2020 году, как такое вот действительно гражданское общество, которое начало рассуждать о своих вообще попытках, что делать дальше. И еще не все, но уже начинается серьезное брожение во всех слоях белорусского общества. Я это здесь чувствую, в Лондоне сидячи. А те, кто в Беларуси, наверное, еще больше чувствуют. Россия и Беларусь. По отношению к Беларуси у россиян было абсолютно четкое ощущение, как это в песне, от Москвы до окраин, с южных гор до северных морей человек проходит как хозяин необъятной родины своей. И я помню, как приезжали москвичи, там, значит, всегда на каких-то крутых тачках, они, значит, в Беларусь, ногой двери открывали, значит, это такая дача. Россияне воспринимают Беларусь как свою дачу. Вот они приехали на дачу, ну, тут какие-то местные аборигены, это все ерунда. И КГБ всегда наше белорусское с Россией просто в засос. Они там прям, ну, они обожали друг друга, ФСБ, КГБ, близнецы-братья, они работали всегда совместно. Они Лукашенко там вместе удерживали, приводили к власти, оппозицию душили. Вот восприятие россиянами белорусов – это как такие, ну, если не меньшие братья, то такие, ну, немножечко полудурки в чем-то, ну, колонизаторы и там их эти вот туземцы. То есть мы всегда были как бы туземцы. А для белорусов россияне такие всегда воспринимались как хамоватые, немножечко немножечко придурковатые в чем-то, немножечко нахрапистые, немножечко нагловатые. С какого времени вы стали понимать о суверенной демократической Беларуси? Ну, приходится понимать. Не сразу, но начинаю понимать. И вот для белорусов россияне были такие немножечко, ну, немножечко как-то вот они как-то вот понтуются очень много. Обычно мы воспринимаем, вот белорусы воспринимают россиян, и, кстати, россиян и в Лондоне я вижу, да, я тоже на них смотрю, как понтуются как-то. То есть я понимаю, что это какие-то люди немножечко другие. Мы никогда не могли понять вот этих вот российских амбиций и комплексов, потому что это и амбиция, и комплекс, когда человеку надо постоянно, чтобы себя хорошо чувствовать себя каким-то крутым. Ну, я не знаю, вот, может быть, у кого-то из белорусов очень есть такое. Я просто уже давно как бы в этом не живу, но мне не надо чувствовать такой ни о какой особенной крутости. Что белорусы как-то умели довольствоваться тем, что есть. Как-то, ну, есть и есть там. А в России нет. Им надо было, значит, довольствоваться. Но у белорусов по отношению к россиянам всегда было какое-то чувство того, что они как бы вместе. Что они как бы вместе. Но в то же самое время, что они как бы вместе соседи, ну как-то вот обычно коммунизм связывали, там коммунистов, там НКВДистов, связывали вот там этих как КГБистов, там политработников, связывали со ставленниками из Кремля. И казалось, что когда закончится коммунизм, то эти ставленники из Кремля тоже куда-то как бы денутся и как-то все то ли уедут куда-то, то ли рассосутся.
Не было понимания того, что Кремль продолжил свою работу в Беларуси, переформировал, свою работу с КГБ, опять поставил свои структуры везде. И за последние 27 лет при Лукашенке все эти структуры прекрасно работали. Да, Лукашенко с ними боролся. Надо сказать, что Лукашенко там себе, но себе отвоевывал что-то не для страны, а для себя. То есть мы можем говорить, что белорусы по сравнению с россиянами более западные, более толерантные, более терпеливые и менее подверженные влиянию имперских амбиций. Если вы согласны, спасибо. Если, Вера, если не согласны, тоже пишите, потому что интересно, что вы думаете. Вера, организуй, пожалуйста, вместе с тем меня Скорач. Да, Димочка, да, уже делаю. Накопилось очень много разных вопросов. Сегодня мне уже написала и Ольга, и Слава, что они сегодня встретятся и обговорят, когда и что, потому что у Ольги сегодня тоже стрим, вот буквально через там сколько, 45 минут. То есть действительно будет такой стрим, делаем. И вот Украина таки отделилась. Я говорю о там уже, 94 годе. И белорусы про Украину в основной массе своей просто забыли. Да, многие ездили, у кого родственники, да, многие на море ездили, многие еще куда-то ездили. То есть как бы вот была какая-то там Украина, но мы воспринимали Украину так же, как мы когда-то воспринимали Советский Союз, что там что-то есть там республика, есть там живут люди. То есть мы как бы не понимали, что там идут какие-то свои собственные процессы. Пока не случился 2014 год. И мы не поняли, что в Украине пошли серьезные процессы. Что Украина начала серьезно отделяться от России, что эта колониальная война, она теперь перешла из тлеющей фазы в острую фазу. А сегодня это колониальное отделение продолжается. Сегодня Украина борется уже не просто за свое отделение от России, а она борется за свое место в мире, и в какой-то степени она Россию вытесняет. Сегодня Украина борется не просто за какую-то свою там независимость, хотя это очень важно, а Украина борется за звание самой главной Руси. То, что Путин говорил, что он там, мы там исторические корни, Украина говорит, нифига, у меня, говорит Русь киевская, исторические корни, и посылает Путина подальше. Если вы посмотрите сейчас на эту достаточно страшную фотографию, то это вот то, чего добилась Украина за последние дни войны. Насколько серьезно пошла тема именно потерь. Это уже не Россия демилитаризирует Украину, как им казалось, по своим имперским замашкам, а Украина демилитаризирует Россию, просто убивая ее военную технику. Посмотрите, сколько они всего повывели из строя, поубивали, то есть только кораблей 7. А уже говоря о технике и самых разнообразных системах, и чё только не ликвидировали. Чего только не ликвидировали. Беларусь пока этим похвастаться не может, такими достижениями, но у Беларуси сейчас есть понимание того, что что-то не то. Понимаете? Вот белорусы встали, вот они сидели как бы, у нас был протест, у нас был пробелорусский протест, мы все говорили, что у нас пробелорусская какая-то там тема, значит, мы вот за Беларусь, что мы, значит, должны как-то вот сами по себе, мы вот тут сами. Но мы совершенно не поняли, чем определяется независимость, насколько важно независимость защищать. У нас механизм защиты независимости был такой, знаете, как как-то какая-то девушка мне один раз сказала: он мне так надоел,
что я за него уже замуж вышла. Так вот, Беларусь так надоела Россия, что они уже, вот, ну пусть уже будет союзное государство. В союзном государстве, как бы мы не хотели, не хотели, что называется, жить в мире и согласии, независимости при наличии союзного государства у белорусов не будет. Союзное государство окончательно лишает Беларусь всякой независимости. Теперь, если мы посмотрим на ситуацию, мы подходим очень близко к тому вопросу, который совершенно недавно говорили о том, почему отряд Калиновского, и хотя, ну чем он, казалось бы, им там вот так вот насолил, да, вот отряд, хорошая эмблема, нормальный отряд Костуся Калиновского, вроде бы и Калиновский белорусский герой, да, вот посмотреть. Кстати, хорошо, что он здесь на фоне карты, что он на фоне Великого княжества Литовского. В отряде Калиновского увидели то, что когда-то увидели в полку Азов. Азов страшно боялись, причем его боялись все, потому что Азов отстаивал интересы не колониальной администрации, которой был в свое время, например, Янукович, а они отстаивали всегда интересы Украины как страны. Так вот, сегодня наше формирование, отряд, батальон Калиновского отстаивает интересы не колониальной администрации, а непосредственно белорусского народа и страны Беларусь как независимого государства, как независимого явления. И является вот тем является этот отряд Костуся Калиновского, батальон Калиновского, чего не хватало белорусам со времен Белорусской Народной Республики. Поэтому они, когда давали присягу, они еще присягали Белорусской Народной Республике. Это не случайно. Здесь есть связь непосредственно независимости Беларуси от России. Все восстания Калиновского, они тоже были за независимость Беларуси от России. И в этом смысле они абсолютно сочетаются сейчас с интересами Украины, которая тоже борется за то, чтобы отделиться раз и навсегда от России, плюс еще, возможно, занять ее место. И если Беларусь от России отделяется и хочет быть более в Европе и иметь более европейское развитие, то союз, к которому должна стремиться Беларусь, будет, конечно же, союз с Украиной против России. Поэтому в данном случае у нас совпадают с Украиной интересы полностью. Мы хотим независимости, мы хотим союза с европейскими государствами, экономических союзов, и мы не хотим вместе с Россией быть в одной связке больше уже никогда, потому что Россия совсем сошла с ума. Вот что делает Россия. То есть это уже совсем полный бред. Как бы белорусы не любили там каких-то русских родственников, там свои какие-то русские, я не знаю, корни, родители из России. Но вот это белорусы уже понять не могут, потому что это не понимает даже уже белорусская армия, которая готова была еще совсем недавно стрелять в бабушек, там, я не знаю, на улице. Ну даже они, ну, конечно же, 40% из них как бы могли бы и пойти, но 60 говорят нет. То есть на каком-то серьезном уровне, на уровне страха животного, на уровне нежелания, возможно, уже больше никогда умирать ни за какую сволочь, которая сидит у власти. И военным за это очень большое спасибо, что у них, оказывается, есть какое-то понимание ситуации, нежелание облучаться в Чернобыльской зоне, как это сделала русская армия идиотов. Нежелание вот такие мины в Черное море забрасывать. Совершенно не хочется белорусам заниматься вот этой вот фигней. И здесь
белорусам очень помогает наша историческая память. По-другому это назвать не могу. Историческая память той Речи Посполитой, которая была еще совсем недавно. Я вам хочу сказать, что я совершенно неожиданно для себя натолкнулась на стихотворение из вот такой вот книги. Это поэмы, переведенные белорусских писателей, поэмы, переведенные, такая была тетенька Вера Рич, которая переводила их на английский язык. Поэтому до англичан дошло очень много переведенных стихов белорусских поэтов. И я сейчас вам покажу, наверное, прочитаю. Оно не такое большое стихотворение Максима Богдановича, написанное в 1914 году. Сейчас я возьму свои очки. Потому что я иначе не увижу его. Называется она «Эмигрантская песня». Ёсць на свете такие бодяги, что не верать ни у Бога, ни у чорта. Ім прыемны стакатыя сцягі караблёў акіянскага порта. І няма ім каго тут пакінуць, бо нікога на свеце не маюць. Усё ім роўна, ці жыць, ці загінуць. Аднаго яны моцна жадаюць. Пабываць у краях незнаёмых, ды зазнаць там і шчасця, і гора. І загінуць у хвалях салёных белапеннага сіняга мора. Але мы не таго мы шукаем, не таго на чужыне нам трэба, не рассталіся б мы з нашым краем, каб было дзеля нас у ім хлеба. І на вулцы пад грукат, пад гоман, дзе натоўп закруціўся рухавы, нам маячацца вёсачка, Нёман и огни портовые Либавы. Вот теперь вопрос к аудитории, что называется, да, вопрос на засыпку. Что такое Либава? И почему в 1914 году Максим Богданович пишет о огнях Либавы, как о своем родном доме, о своей родной стране? Почему? Потому что это Клайпеда. Либава – это старое название Клайпеды. И если мы опять посмотрим на это государство, то мы увидим, что белорусские жители, которые тогда были и в Смоленске, и в Литве, все входили в состав одного большого государства, у которого был выход к морю. Были порты, они плавали, они путешествовали, у них была совершенно другая жизнь. Совершенно другая жизнь. Так что и через 100 лет после раздела Речи Посполитой в 1914 году Максим Богданович об этом помнит. И все еще, наверное, этот порт тогда, что называется, функционировал уже, видимо, в рамках Российской империи, но это была земля, о которой люди помнили. Эта историческая память от нас никуда не уходит. Но мы немножечко отклонились от темы. Давайте теперь поговорим о том, что так возмутило многих людей, а именно Зеленский, который вот взял и сказал, что он на интервью журналистам, он сказал, что ему как бы не важно, если у нашего Лукашенки будет, так сказать, от того, что на его территории будут какие-то мирные переговоры, возникнет ощущение, что он снова в доме хозяин. И наши белорусы очень сильно засуетились и закричали: как же ж так, Зеленский такое сказал, вообще почему он так делает. Но я хочу вас успокоить, потому что инициативу от Лукашенко пытался быть голубем мира и кем-то еще, перехватил, кто бы вы думали, Реджеп Эрдоган. Ну, удивительно было бы, если бы Эрдоган не перехватил эту миссию. И вот уже собираются, значит, за столом переговоров. Все достаточно серьезно. Вы эти переговоры видели, и переговоры очень мощные. Кстати, вместе с переговорами хочу вам показать вот эту замечательную фотографию. Это Байрактар. Это вот тот, по-моему, конструктор, который сделал тот Байрактар, которым теперь добивают российскую армию. Кстати, еще очень есть смешная фотография. Вот такая вот.
А вот тут у нас Чернобаевка. Потому что Чернобаевка — это, конечно же, притча во языцах. Уже 12 раз там долбят, значит, придурочную русскую армию. И вот представьте себе, что белорусы понимают, что Беларусь — это колония. Почему я говорю представьте себе? Потому что не понимают пока. Пока что еще есть проблема. Многие белорусы, как это ни странно, за вот это все. То есть вот белорусы есть, я говорю, такие белорусы, я их слышу, они мне пишут, они присутствуют. Я уверена, что в каждой семье есть пару придурочных бабушек, тетушек, какой-нибудь там сестра какая-нибудь, вот, которая будет обязательно говорить: мы, что называется, за букву ЗЮ, мы хотим все стоять раком в составе Российской империи. Ну, хорошо, то есть никто ж ведь вам как бы, ну, не тяните всех с собой, что называется. Так вот, кем является Лукашенко в данном случае для Зеленского? Для Зеленского Лукашенко является русской колониальной администрацией на территории Беларуси. И, как это ни странно, в данный момент, в момент именно военного вторжения России в Украину, когда идет полномасштабная военная, уже даже не операция, а военное преступление, полномасштабное военное преступление. То, что на территории Беларуси у Зеленского есть как бы, не могу сказать, что свой человек, но хотя бы человек, которого он хоть немножечко знает и как бы понимает, как с ним общаться, хотя бы чуть-чуть. Есть тот человек, который худо ли бедно ли косо криво, но все-таки на что-то влияет, дает Лукашенко ощущение того, что он, ну, не Реджеп Эрдоган, но такой Эрдоганчик. То есть он пытается из себя изобразить какого-то вообще потрясающего, не знаю, ну, хочется сказать, конечно, хуй с бугра, но про Лукашенко. Ну, вот он такой хуй с бугра. То есть он вот такой там сидит в Беларуси, и он этим очень сильно гордится. И тем не менее что-то может решать. То есть здесь он что-то может решать. Но он непосредственная часть колониальной администрации, он ее такая хорошая такая часть. Поэтому Зеленский говорит, ну, колониальная администрация, ну, такая ситуация в Беларуси. Там Беларусь колония России, администрация там колониальная, ну, такой там у них, значит, начальник. Он сказал, что это выбор белорусского народа. Да, он так действительно сказал. Что, мне кажется, что Зеленский, он понимает, что выбор белорусского народа иметь колониальную администрацию. Потому что если мы говорим о том, какая идет борьба в белорусских демократических силах, борьба не обязательно невидимая. Я говорю о том, что в публичной сфере происходит. Заявления по поводу Путина от демократических сил Беларуси звучат очень осторожные. Очень осторожные. То есть Путин видится как такой вот, да, уже он вроде как преступник, но мы все равно об этом не скажем. То есть он как бы злодей, но мы как бы не говорим, что мы против его. Белорусская оппозиция в данный момент ведет себя как другая колониальная администрация. То есть давайте заменим плохую колониальную администрацию лукашенковского типа на более нормальную к людям колониальную администрацию. То есть мы вместо того, чтобы быть такими, ну, там, совсем сумасшедшими колониалистами, там, зверями, будем такими более душевными. И поэтому Зеленский говорит, это выбор белорусского народа, какая у вас там администрация.
мы же видим, к чему ситуация привела. То есть он понимает, Зеленский, что ну вот что случилось с территории Беларуси, на его страну летят ракеты, убивают его людей, украинцев убивают. Тут нету сомнения. И очень, кстати, здорово написал Наумчик на своем канале о том, что нету как бы никакой разницы между Белоруссией и Россией, потому что Беларусь обеспечивает России тылы, надежный тыл. И это очень важно. Поэтому Беларусь воспринимается как агрессор, так или иначе. Хотя, конечно же, ведется работа, чтобы как-то это смягчить, объяснить, разъяснить. И работа проходила очень большая. Но, тем не менее, объяснить с точки зрения ведения войны людям, которые воспринимают Беларусь как некую структуру российского, прежде всего, происхождения и связанную с Россией, а 2 года подряд объясняем, белорусы объясняют, Лукашенко говорит: Путин мой старший брат", заглядывает ему в глаза. На международной арене, от офиса Светланы Тихановской, нету никаких заявлений по поводу того, что мы не хотим быть с Россией, мы хотим, союзное соглашение, снять, мы хотим вести западный образ жизни, мы хотим уйти на Запад, мы хотим объединиться с Украиной, с Литвой. Может быть, сейчас начнут заявлять, но не было 2 года. Поэтому и там, с Россией быть хотят, и тут с Россией быть хотят, а те, кто не хотят, их не так много получается. Есть господар Зенон, но вы видите, что у него поддержка есть, но как-то не так, что прям весь народ. То есть все достаточно сложно. Поэтому Зеленский говорит, что это выбор вашего народа, белорусского народа. Вы хотите быть, с Россией, ну, что я могу сделать? То есть украинский народ выбор сделал, он хочет на Запад. А белорусский народ пока что этот выбор не сделал. Белорусы хотят как бы вот быть без выбора. И здесь у нас возникает интересная, да, 2 года Тихановская объясняла, что мы против интеграции. Да, разве не она говорила, что, не знаю, вот в политическом отношении здесь я не могу сказать, потому что вот у нас есть такой замечательный человек Владимир, значит, Владимир, этот самый, который Хуйло, Владимир Хуйло, и его структуры ФСБ, которые очень хорошо работают со структурами КГБ. И почему-то мы это как-то, вот знаете, не отмечали. Почему-то Светлана Тихановская никогда не сказала, что Путин хуйло. Было бы неплохо, чтобы она это сказала. И никогда не сказали о том, что белорусы не хотят, не хотят находиться в составе вот этой вот Российской империи. Никогда это не прозвучало на международной арене так ярко. Не прозвучало, к сожалению. А прозвучало, что союзное соглашение, ну, если хотят, углубиться, мы еще углубимся. Если Россия хочет, то мы пойдем навстречу. Что мы не собираемся никакие интересы России там, значит, ну, как-то там, не знаю, там ущемлять, что у России будет все, что она хочет. Мы просто хотим заменить колониальную администрацию, заменить ее на другую. Потому что как только мы скажем, что Беларусь не хочет больше российской колониальной администрации, хочет заменить российскую колониальную администрацию на белорусскую администрацию, как только мы скажем, что мы не хотим не просто Лукашенко снять, а мы хотим построить другую страну, вот где появляются они, те, кто это будет делать. Те, кто будет убивать за нашу свободу. Вот это отряд Костуся-Калиновского, вот это батальон Калиновского. Они убивают за свободу Украины, и они будут убивать за свободу Беларуси. И слово «убивают за свободу» для нашей оппозиции смертельно. Потому что если наша оппозиция не перестанет рваться вперед на то, чтобы грудью заменить Лукашенко и стать новой колониальной администрацией, эти отряды для них так же опасны, как и для Лукашенко.
потому что эти отряды воюют с Путиным, с российскими войсками, с российскими ФСБшниками, с российскими колониальными захватчиками и со всеми их структурами. А структур у колониальной администрации огромное количество. Кстати, надо сказать, что колониальная администрация если вы посмотрите в Википедию, там немножечко вот постсоветские никак не могли понять, так они же какие? То есть это что? Поэтому они сказали, что это как бы не колониальная война, но дали очень хорошую, замечательную совершенно раскладку того, каким образом эта колониальная администрация существует. И если вы сейчас посмотрите на то, что происходит в Херсоне, что происходит в других городах, которые уже там, ну, захватила Россия, хотя их сейчас освобождают, их оттесняют, но тем не менее. Первое, что они делают, это они разворачивают вот эту схему. Сейчас я вам ее покажу. Это схема того, каким образом нужно держать в повиновении людей. И вот я просто сейчас прочитаю вам сводку, пока вы смотрите, смотрите эту схему. Схема достаточно простая, она на так называемых 3 китах стоит: на безопасности, политике, экономике и вот управление и информирование. И здесь огромное место уделяется пропаганде, которая обязательно должна быть, чтобы удержать администрацию, удержать в повиновении колонию. Руководством Российской Федерации рассматривается вопрос о формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти. По имеющейся информации, на территории России осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины. Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области дежурной псевдореспублики отмечается работа сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го Главного управления Генерального штаба Российской Федерации. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой разъяснительной работы с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами. Морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск для участия в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. Это вот на состояние на сегодня буквально вот сводки с фронтов. Так вот, колониальная администрация, она воюет другими методами. Она воюет информационными, и так называемая гибридная война – это просто война за колонизирование. И мы это сейчас видим. И мы видим, как это вот развертывалось. У нас в Беларуси это разворачивалось 27 лет. Поэтому все эти структуры надо будет как-то свернуть обратно. Ну, раз оно 27 лет разворачивалось, то оно, видимо, будет какое-то время обратно сворачиваться. Но эта колониальная администрация будет всегда бояться независимой армии. Армии, которая будет отстаивать интересы непосредственно белорусского народа и Беларуси как независимой республики, независимой от интересов России, независимой в какой-то степени от интересов Европы и вообще независимости. И вот эти вот хлопцы, эти наши батальон Калиновского, они будут отстаивать нашу белорусскую независимость. И этим-то, вот этим, они страшны. Начинают возникать вопросы, а что же они сделают, когда они возьмут власть? А кому они эту власть отдадут? А они отдадут ее кому? Да, Светлана Тихановская, она была действительно избранным кандидатом. За нее проголосовало подавляющее большинство населения. За Светлану Тихановскую очень много людей проголосовало. И здесь объединилась наша страна. Очень много чего произошло хорошего с нашим народом, потому что мы стали белорусами, у нас сложилась нация, снова сложилось очень много того, чего раньше мы даже не знали, что у нас есть. Но дальше-то что? Вот здесь дальше что? Если это колониальная администрация, то это одно,
А если это независимая страна, то это другое. Так, большая работа предстоит в выстраивании институтов, которых у нас нет, а все замыкается на одном человеке. Ну, замыкается на одном человеке, но это человек, это Путин. То есть вы имеете в виду, что вы не путаете, да? Не путайте, Путина и Лукашенко, потому что Путин — это его, вот они, ФСБшники, вот это они, те люди, которые страной в Беларусь сейчас управляют. Это путинская колониальная администрация. Это то, что обязательно происходит на оккупированной территории. Беларусь оккупирована Россией давно, с 1918 года. То есть не забывайте об этом. И Беларусь, как российская колония, производит все для России, делает все для России, выходит от санкций, аж из себя выходит, чтобы Россию избавить от санкций, и всячески стелится ковром, ну, Лукашенко это делает, также бизнесмены, чтобы как-то угодить России, и вот с Россией как-то они, значит, сосуществовать. В независимой Беларуси, если мы говорим о независимой Беларуси, это совершенно невозможно, и нужно отменять союзное соглашение. Хотя бы об этом заявить. Громада партия, кстати, об этом заявила, что союзное соглашение уже хватит, уже не надо, потому что в составе России находится украинский Крым. То есть это не то. Но пока никакие демократические силы, их не заставишь об этом сказать. Не заставишь. То есть демократические силы наши, была идея о цифровых паспортах для белорусов, была идея там цифрового государства, еще чего-то. То есть те демократические силы, опять-таки я говорю, которые признаны, за Светлану Тихановскую проголосовало большинство, она стала действительно представлять интересы Беларуси на международной арене, и кому-то очень нравится, как она представляет Беларусь, кому-то не нравится, но она ее представляет как может, и ее кабинет, он абсолютно, конечно, не демократичный, и их никто не выбирал. То есть легитимность у Франака Вечерка точно такая же, как у меня. Но единственное, что он занимается, он в кабинете Светланы Тихановской, он что-то советует, он что-то делает, но по части легитимности, да, у Светланы Тихановской есть легитимность, она была в списках, она действительно участвовала в выборах, за нее проголосовали, но выборы не состоялись, там это своя история. Но, тем не менее, у кабинета Светланы Тихановской их никто не выбирал. Никто не выбирал. Вот мы видим сейчас, как работают украинские вот эти вот все органы власти, да, как с ними борется Путин, как их крадут, выкрадают. Почему? Потому что они все избранные, у них у всех есть легитимность. У них у всех есть легитимность. Они абсолютно из народа. Народ их всех выбрал. Они все выбраны. Вот они все выбраны. Их невозможно никуда девать. За них идут, за каждого борются постоянно. Причем при этом там же страшные жуткие вещи совершаются. Вот я вам сейчас хочу показать вот это тело русского солдата. Вот это все он награбил. Его, конечно, пристрелили, сволочь, но он награбил все это. Вот он ходил по домам, они мародерят, они грабят, они насилуют молодых девок и не очень молодых. Они все это делают. И это то, что происходит там сейчас. Несмотря ни на что, украинцы борются. Они борются со всем с этим. Они умирают, они погибают за свободу, но они борются. Они говорят: мы умрем, но не сдадимся. То есть мы умрем, но не примем эту колониальную администрацию. А белорусы говорят: ну, треба жить, як небя жить. То есть, кстати, вот мне очень понравилась такая фотография после мирных переговоров. Ну, это замечательный рисунок совершенно. Вот она, украинская делегация за мир. И белорусов легко напугать. Ну, как сказать, легко напугать. Я сама напуганная в Лондоне живу, да, я не в Беларуси сейчас, поэтому меня тоже легко напугать. Поэтому все, что я вам говорю, я говорю это в первую очередь себе. Я такой же сцикливый белорус, как и многие белорусы, поэтому я тут себя, я не геройствую, абсолютно не геройствую. Кстати, надо сказать, что есть уже русские отряды, да, Легион Свобода России, тоже борющиеся за Украину. Это те, кто в Украине служит и будут работать против Путина, против уже колонизаторских, захватнических интересов Кремля. Это уже противокремлевские силы уже в самой России, которые будут свергать режим Путина.
То есть это серьезная штука. Ну вот, кстати, автор фразы "русский военный корабль, иди нахуй", замечательный молодой человек. Вот он, был вызволен из плена, так что я очень рада, что он снова с нами, получил награду, узнагороду и, ну, будет, наверное, продолжать свою службу. Это вот одна фраза, можно сказать, изменила ход истории. Вот он сказал это в начале войны, когда просто было вообще ничего не понятно. Когда эти русские армады шли, было это сейчас понятно, что русским накостыляли. А тогда было непонятно. Но вот роль одного человека в истории, насколько она серьезна, эта роль. К сожалению, вот в таком состоянии пребывают, места после, освобождения от русских орков. Вот в такое вот превращается город. И, как это не ну вот вызволяют, сейчас идет такое освобождение, вот собаку высвободили. У меня просто сердце кровью обливалось, когда я увидела, что собаку вызволяют из дома, которая бедная собака, ну, убегали люди, оставили. А вот это уже русская армия, которую набрали, Путин уже не знает, где взять вот каких-то алкоголиков с опухшими лицами. Он их набирает уже в Луганской области. Вот он их набирает. И по сравнению с ними, конечно же, отряды СБУ совершенно по-другому выглядят. Очень достойно, очень мощно выглядят украинские ребята, которые совершенно по-другому и оснащены, и, думают по-другому, и мозги у них другие. И главное, они абсолютно точно знают, за что они борются. Они борются за независимость Украины, за отстаивание украинских интересов на международной арене. И борются, надо сказать, очень мощно. Я сейчас вам покажу маленькое видео, если я его найду. Вот, о русской армии. Что говорят украинцы о русской армии? Російська армія для нас як солодка булочка, для армії, яка воює 9 років. Тому у нас воюють чоловіки, яким середній вік, яких там по 30 років, розумієте. А в них те, що я бачив, по 50 кілограмів діти, які зброю та тримати не вміють, не те, що воювати. Тому не знаю. Дійсно, з достойним супротивником я стикнувся в Ірпіні. Супер, супер, супер. Ну, щоб не піти. Допомога, яка надається країнами, особливо Сполученими Штатами та Великою Британією, вона справді дуже велика. В Легіоні надзвичайно потужна підтримка з боку цих країн. У нас сучасне озброєння, у нас сучасні прилади нічного бачення, тепловізори і так далі. З ворогом ведуть себе дуже гуманно, тому з ними дуже приємно. Ну, насправді людей, бажаючих вступити в Легіон, дуже багато. Це близько 20-30 тисяч, які знаходяться на кордоні між Польщею і Україною. Насправді ми не маємо зараз можливості всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, дійсно, які знають, що таке спеціальне призначення. Де то можна буде знайти? Вони кажуть, що вони тут не за гроші в першу чергу. Особиста їх мотивація – це підтримання миру і демократії у всьому світі. Тобто те, що вони побачили, ті відео, те спілкування з людьми, які знаходяться на цій території, їх дуже вразило. Тому вони приїхали підтримувати нас. Американці – це дійсно професіонали. Хоча там люди в мене з багатьох країн світу. Це дійсно професіонали. Я би сказав, що мало чим відрізняється від українців. Це справжні воїни, спокійні. Ну, вот такое видео сырое, то есть они там что-то нарезали, но это именно об иностранном легионе, в котором воюют. Ну, вот боец, понятно, проходит реабилитацию, сейчас немножечко костыль торчит, значит, из-под руки. Понятно, что немножечко поранили. Ну, слава богу, что жив-здоров и вернется в строй. Это о
о том, что говорят про путинскую армию. Про путинскую армию я сейчас очень много посмотрела вообще. Я начала тоже слушать про какие-то военные доктрины, хотя где я, где доктрина, но тем не менее я вижу, что очень многие люди начинают смотреть военные доктрины, потому что ну, становится интересно, а как же воевать. Но я думаю, что про это мы еще поговорим. Я думаю, что спасибо всем, кто пришел. Сейчас пойдете смотреть Ольгу, пойдете смотреть еще кого-то. Идите, смотрите. Ну, вам напоследок просто не могу не показать. Я очень долго смеялась, когда я на них смотрела. Вот, может быть, вы со мной посмеетесь. Сегодня вся страна, весь мир смотрит, не может отойти от телевизора. И мы, отряды Путина, не можем дальше больше терпеть. Что ж ты сделал, Байден? Боже мой, то ты залезешь на самолет, да не вылезешь, то ты не знаешь, с какой ты женой живешь, как ее зовут, ты не знаешь. И вдруг ты замахнулся на нашего Путина. Ты даже не имеешь права это слово произносить, мы тебе запрещаем. Мы долго терпели ваши вызовы, долго. Что вы лезли на Украину, вы сделали платформу, вы свезли всю военную технику, вы со всех стран набрали военнослужащих, чтобы не убивали наш украинский народ. Ты все сделал, а теперь ты добрался до Путина. Ах ты, негодяй! Что ж тебе, это мы тебе объявили, что мы не хотим пользоваться твоим долларом? Это началось только с газа, закончится всем, абсолютно. Мы прерываем с вами дипломатические отношения. Ты слышишь нас? Ты нашу страну считаешь за территорию. Это величайшая держава. Ну, вот такие вот кадры. Вот такие вот кадры. Это путинские войска, ребята. Это путинские войска. Это из той схемы замечательные путинские войска. Не знаю, есть ли в Беларуси вот аж до такой степени, чем белорусы отличаются от русских. Наши тетки, они как-то поспокойнее. Наши бабы, они поспокойнее. Они как бы вот немножечко иначе себя ведут. Но эти, конечно, политизированные идиоты, это чудо. Но я понимаю, что уже, наверное, время, но я хочу все-таки, я не знаю, я поделюсь тем, что я увидела напоследок. Кто досидел, кто в записи смотрит, сейчас посмотрим еще. Мне очень понравилось, как сказал военный о декоммунизации. Это, кстати, русский военный, который воюет против Путина и за Украину. Владимир Владимирович, в своей речи вы обещали показать Украине, что такое настоящая декоммунизация. Так вот, к вашему разочарованию и нашему удивлению, здесь все давно декоммунизировано и без нас. Что не скажешь о России, которая в последние годы все больше и больше напоминает Союз Советских Социалистических Республик, причем в годы перестройки. Одумайтесь, Владимир Владимирович, иначе мы вынуждены будем показать вам, что такое настоящая декоммунизация. Ну, здесь хочется еще показать вот эту фотографию замечательную совершенно, когда, ну, совсем уже все смешалось в доме Облонских, и синдром георгиевской ленточки, он уже просто в голове. Из георгиевской ленточки сделали фашистский символ. Ну, уже совсем, конечно, одурнели, но бывает и такое. Так что воевать мы будем с этой фигней долго. Надеюсь, что белорусы сейчас понимают, с чем они воюют и с кем они воюют. И воюют они, к сожалению, вот с этим. Сейчас вот не могу остановиться, сейчас вам все это покажу, потому что, надеюсь, те, кто телеграм не смотрит, посмотрят у меня. Сейчас прекратим что-то, потому что какие-то гамадрилы в виде там всяких переговорщиков с украинской стороны, которые кепочки снимают или в маечках ходят, заявляют о том, что они что-то там готовы сделать. И мы восстановим боевые действия, знаете, это не производит нужного эффекта на тех людей, которые готовы идти и воевать, отстаивать русский мир. Я не буду говорить таких как бы оскорбительных слов, но надо очень внимательно к этому подходить. Потому что люди в Киеве ничего не знают о том, как сейчас идет битва в Мариуполе. Ну да, прилетела там ракета какая-то.
Ну, они скажут, ну, это ну, раз прилетело, и ладно. Их надо, наоборот, показывать в чистом виде, что будет с Киевом, как в Мариуполе, если эти ублюдки возьмут автоматы в руки. Вот что надо делать. Или вы что думаете, мы сейчас остановимся? Они тоже скажут, ну ладно, все нормально, будет мир. Не будет его, пока наши войска не будут на границе с Польшей. Они пойдут на нас навстречу. Ну, вот такая интересная тема. Вот чем белорус отличается от русского. Не знаю, по-моему, в Беларуси таких мало. Ребята, напишите, если есть, потому что белорусов таких не видела. А русские такие воинственные, злые, рабские, очень рабские. Такая рабская натура. Буду рабом всегда и вечно защищать своего какого-то непонятно кого, хозяина. Рабская натура. Белорусы менее рабские по своей природе, но немножко более спокойные, может быть, более такие долго раскачиваемые. То есть они посмотрят там, а как вот Украина вот отстроится, начнет Украине там хорошо, пойдут инвестиции в Украину, а белорусы скажут, а может нам тоже так, с Украиной бы хорошо. Поэтому мы немножечко на будущее, рассчитываем. Так что пока у нас вот такая дилемма. Но, ребята, напоследок, конечно, хочется показать вам это чудо. Україна. 2022 рік. Вокально-інструментальний ансамбль «Байрактар». Не просив в хату до себе я москаля, бо Україна то є не його земля. Зібрали страшне військо з бомжів і рагулів і залишились, бо Путін так хотів. Без руки, без ноги, не треба було, курва, сюди йти. Без руки, без ноги, чи вам того було треба, пекло замість неба. Без руки, без ноги, не треба було сюди йти. Без руки, без ноги, не треба було сюди йти. Ось і закінчилася для нас ця війна. Наша рідненька держава перемогла, а Росії нема вже і більше не буде. І на що воно йшло до нас дурне? Без руки, без ноги, не треба було, курва, сюди йти. Без руки, без ноги, чи вам того було треба, пекло замість неба. Без руки, без ноги, не треба було сюди йти. Без руки, без ноги, не треба було сюди йти. По-моему, это шедевр. Я послушала и очень долго не могла прийти в себя. По-моему, это шедевр. Вот хочу сказать вам на прощание добрый вечер. Спасибо, ребята, что пришли. Спасибо, что приходите, обсуждаете. Пока Беларусь остается образцовой колонией России, но я надеюсь, что скоро мы эту ситуацию исправим. Все, всем пока.